Сергеевич Тургенев. Это один из любимейших моих писателей. Это поэт, писатель, публицист, переводчик, драматург. Уникальная личность. Просто уникальная личность. И еще, чтобы я хотел на чем сосредоточить внимание, эта уникальность заключается еще и в том, что он впитал в себя, органично впитал европейскую культуру и при этом оставался глубоко русский писатель, знающий быт, знающий, чем живет русский человек, чем живет и что тревожит его и так далее. Мы привыкли немножко трафаретно относиться к Ивану Сергеевичу. Таким же образом, кстати, и к отцам и детям относятся. Вот это как бы конфликт между старшим поколением и младшим, подрастающим поколением. Никто не отрицает, это совершенно очевидно, это прям, это на поверхности лежит. Меня волнует немножко другое произведение «Отцы и дети». Мне думается, более объемная, более глубокая мысль тревожит и автора, и меня как постановщика. В чем суть этого? Мы видим, Базаров – это протестующее начало, протестное начало, которое выражено в следующем. Все устои и так далее, отрицаем все и вся. Еще не догадался? Есть ощущения, и все от них зависит. Как так? Да вот так. Я держусь отрицательного направления в силу ощущения. Мне приятно отрицать, я так устроен. По-твоему, и честность ощущений. А что, не по вкусу? Будем философствовать. Ну, это очевидно. На этом строится как бы конфликт внешний, в том числе и все нажитое предыдущим поколением. Но вот тут возникает вопрос. Базаров берет на себя функцию чуть ли не преобразования мироздания. То есть все, что создано до него, человеческим трудом, не знаю, Богом, если хотите, это ничто. Вот я пришел, и я сделаю то-то, то-то, то-то. Отрицаю все, в том числе и любовь. Тот, кто поставил все на карту любви, и когда эту карту убери, раскис, не мужчина. Может быть, он и несчастлив, тебе виднее, но дурь из него еще не вся вышла. И вот тут наступает очень талантливый абсолютно момент, который Иван Сергеевич очень умно, тонко делает. Это встреча с Одинцовой, которая в корне изменила дальше всю судьбу этого человека. Корень. Самое главное, что он не признает этого. Ничто не может владеть мною. Моя целеустремленность, моя главная идея жизни, о чем я хочу и так далее, что я хочу. И вдруг это все подвергается сомнению. И самое главное, не в окружении, а это внутри его. Он отрицает любовь. И с ним происходит следующая метаморфоза. Он не находит в себе той почвы, о которой как бы он декларирует. Безукоризненное следование в раз и навсегда выбранному пути. А путь это преобразование. Он себе прям идентифицируется чуть ли не с Богом. Абсурд. Что происходит? А происходит следующая вещь. Он справиться не может с собой. И он тогда едет, ищет все поводы для того, чтобы заглушить себе это и так далее. И ничего не может сделать с собой. Он идет на самое страшное. В романе происходит следующая вещь. Он идет к больному тифом.
и заражается. Но сам ли он заражается или случайно? Вот это вопрос. Вопрос очень серьезный. Мы идем по следующему пути. В его манере и в его поведении, отношении к жизни есть некое ощущение фатальности. Фаталист. Я пройду через это, и ничто со мной не будет. Я сверхчеловек. И происходит одна штука. Он заражается. И вот эта болезнь его, она заставляет его пересмотреть многое. При встрече с дыханием смерти он понимает простые человеческие истины. Он приходит к пониманию следующего. В человеке все должно быть естественно и органично. И тогда, потому что человек – это часть природы. Тема взаимоотношений с Богом, понимаете, должна обязательно звучать в этом спектакле. И мы ее акцентируем на это. И поэтому финал, сам финал, когда он уже приходит один слово по его просьбе и приглашает ее, и она видит умирающего Базарова, он говорит ей: не подходите ко мне, моя болезнь заразная и так далее, и так далее. А она идет, и не только идет. И когда он в бреду находится, она целует его. Значит, торжество любви. Значит, торжество любви. Ведь я вас не поцеловал тогда. Помните? Помните? Мне безумно интересна эта личность, это протестное начало, в котором он очень искренен в желании изменить мир. Аркадий, как бы интеллигентный человек из интеллигентной дворянской семьи, осмыслив и поняв определенной степени заблуждение Базарова, находит в себе силы признаться в этом и изменить свой путь, следуя законам природы. А Базаров уже поздно. И мне жалко его. И мне безумно жалко, потому что он вызывает, во мне он вызывает только положительные эмоции и положительную оценку, потому что этот человек пришел к пониманию через колоссальную потерю, ценою жизни, что не каждому дано, кстати. Это очень важно. Это очень важно. Ценою жизни. Не скрою, я люблю то, что вы за этими удобствами и все же... Вы здоровы, независимы и богаты. Чего еще? Чего вы хотите, Анна Сергеевна? Петербург, бедность, смерть отца, мужа, за границей. Воспоминаний много, вспомнить нечего. Но если бы я могла сильно привязаться к чему-нибудь... Вам хочется полюбить, а полюбить вы не можете. Вот в чем ваше несчастье. Одинцова неоднозначная фигура. Это фигура глубоко драматичная, с огромным драматическим началом. В чем дело? Прожив такую серьезную жизнь, а жизнь ее кидала и в нищету, и в лишение, и обретя, в конце концов, определенный статус в социуме, да, она же не нашла в душе покоя, гармонии. Она так же, как Базаров, ищет вот тот вектор, по которому должна жить. Появляется возможность успокоения. Это Базаров с его любовью. Откликнись и пойди за ним. Может, и все было бы по-другому. Сегодня же меня здесь не будет. Зачем вы? Зачем уезжали? Ну, я не то хотела сказать.
Есть одно условие, при котором я мог бы остаться, ему не бывать. Вы меня не полюбите, вы меня не любите и не полюбите никогда. Она уже боится этого, но любовь его качественное поведение с ней, оно заставляет ее и сомневаться в искренности и в большой нахлынувшей любви. Она по большому счету даже боится, и ее тянет к этому, потому что она чувствует честность этого человека. Потому что она чувствует, что он не может избавиться от этой любви. Она не может ответить, она боится, она уходит от этого. И только финал говорит нам то, о чем я говорил. Говорит о том, что она развивает и понятие любовь. А любовь это божеское качество, это от Бога идет. И только видите, какой ценой приходится понять это, значимость этого феноменального явления под названием любовь. Это далеко не однозначная фигура. И кто сказал, что она не может любить? Она не только может, она жаждет, она страстно жаждет этого. По крайней мере, в спектакле у нас. Когда он болеет, он белый. Он в ночной рубашке. С художником, безусловно, найдено четкое понимание и наше желание сделать это спектакль далеко не бытовой, а возвысить некое присутствие этих мыслей, страстей и так далее, вывести в другой разряд немного. И самое главное, чтобы это было понятно, главная идея. Если человек на себя берет функции Бога, он обречен на трагедийный финал. Я хочу верить, что все, что мы задумали, свершится, это раз. А во-вторых, может быть, и заинтересует. Вот. Хочу верить в это.